Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и беседуем с самыми интересными людьми, с теми, о которых я говорю, что им есть что сказать. Сегодня наш гость, волонтер, актер, гражданский деятель, не знаю, как правильно еще назвать, очень много чем занимается мой гость, Мирослав Гай. Привет. Привет. Не первый раз Мирослав у нас в эфире, но давно не был. Жалко, я люблю ваш канал. Да, и мы долго, у нас отпуск был такой, да, поэтому мы начали вещание снова рад тебя видеть, и, конечно, все мы сейчас накручены тем, что происходит в Беларуси. Сегодня оппозиционеры каким-то образом оказались в Украине, причем двое, а одна не смогла или не захотела, там до сих пор ничего не ясно. Вот. Но, конечно, мы все хотим знать то, что происходит в Беларуси, из уст людей, которые за этим внимательно следят. Есть такой чем-то похожий на наш канал АТР, канал Белсат. Единственная разница в том, что мы в своей стране находимся как вынужденные переселенцы, беженцы, а канал Белсат — это телеканал «Беженец», который вещает из Варшавы, потому что в Беларуси ему вещать невозможно. И по понятным причинам до сих пор мне подсказывают мои редакторы, что у нас на прямой связи Алексей Диковицкий, заместитель директора телеканала Белсат. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас слышать. Пожалуйста, мы в эфире с одним из тех людей, которые когда-то начинали Майдан, Мирославом Гаем. Это наш волонтер, общественный деятель, публицист. И мы хотели бы от вас услышать, что сейчас происходит в Минске, вообще во всей Беларуси. Вот все, что знаете, расскажите, пожалуйста, нам очень интересно. Думаю, что рассказывать все, что я знаю, не хватило бы, наверное, эфира. Но если говорить вкратце, я хочу сказать, что, по моему мнению, мы имеем дело в последний месяц, а может даже и больше, с пробуждением целого народа, с тем, что белорусский народ в конце концов проснулся и уже теперь, что бы ни случилось, не позволит, чтобы узурпатор, который находится у власти, особенно после последних выборов, его можно называть так, узурпатор, чтобы он этой власти остался. Никакие резиновые или другие пули, или звуковые гранаты, бронетранспортеры, или даже танки на улицах Минска и других городов не помогут ему эту власть удержать. Народ, несмотря на отсутствие какого-то одного лидера, а обратите внимание, что любая революция, которая была до сих пор, она, в общем-то, всегда имела конкретное лицо, конкретного лидера, который был на месте. Несмотря на отсутствие этого в Беларуси, белорусы, как оказалось, могут отлично самоорганизовываться и противостоять этому беспределу. Причем противостоять абсолютно без насилия. Без насилия. Мы видим 200-тысячные, 300-тысячные демонстрации в Минске, ни одного разбитого стекла или ни одного нападения на так называемых правозащитников. Сейчас мы их не правозащитников, а так называемые правоохранительные органы. Так мы сейчас их называть не можем уже, потому что они переступили закон, они стреляли в собственный народ, они бьют этот народ. На улицах сейчас мы видим людей вообще без всякой формы, без опознавательных знаков. Это очень напоминает нам ситуацию с украинскими титушками. Но тем не менее, мне кажется, что никакая сила не задушит этот народ, и рано или поздно та власть, которая сейчас узурпировала себе право находиться и руководить Беларусью, она уйдет. Алексей, но вы сказали, что нет насилия со стороны демонстрантов. Это, конечно, хорошо. Но мы видим огромную волну насилия, особенно в последние выходные, со стороны так называемой власти, как вы назвали, узурпатора. Да. Но, в принципе, Лукашенко узурпатором давно уже называли. Он к этому, в общем, привык, к такому отношению нормальных граждан, да. Но, как на мой взгляд, сдаваться он не собирается, да. И насилие совершенно асимметричное продолжается. И мы видели эти задержания, этих избитых людей, там, изнасилованных, там мрак просто, да, смотреть на это из Украины совершенно конечно. Невозможно, да. Вот что может белорусское общество, активная его часть, противопоставить именно волне насилия? Это первый вопрос. А второй вопрос про тетушек. Кто они? Их никогда не было в Беларуси, откуда они взялись?
Я начну, может, со второго. Да. Этих тетушек никогда действительно ничего такого не было. Естественно, так называемые правоохранительные органы, их сотрудники, это не первые выборы, когда людей массово избивают, но, по крайней мере, это делали люди в форме. Пусть себе там это ОМОН или, не знаю, милиция или внутренние войска, но это были люди хотя бы в форме и хотя бы гражданин, которого, конечно, и так нельзя избивать за мирный протест, но он хотя бы понимал, что этим занимаются представители каких-то государственных структур, на которых форма. Теперь появились люди, на которых нет формы. Часть из них были распознаны. Это были сотрудники, например, АБЭПа. То есть, видимо, режим в отчаянии в том смысле, что уже людей в мундирах не хватает. Но часть этих людей вообще, они, допустим, выходили из микроавтобусов вообще без номеров или на российских транзитных номерах. Мы не можем этого доказать, но я боюсь, что это могут быть какие-то, так сказать, силы помощи, которые направляются так называемой дружественной страной, с которой Беларусь граничит на востоке. Что касается этого вот противостояния насилию, вы знаете, я не знаю, как на этот вопрос ответить правильно. Многие, конечно, мои какие-то знакомые, тоже активисты, люди, которые принимают участие в протестах, я вижу каждый день, я с ними разговариваю, я вижу на Фейсбуке, они пишут, что просто руки сжимаются в кулаки, и, естественно, хочется дать отпор. Быть может, мы имеем отношение с революцией, первая, может быть, в мире, действительно, революция вот именно мирного типа. Мне кажется, если эти акции протеста, которые, обратите внимание, не только в Минске, но по всей стране, они массовые. Есть города, в которых вообще никогда не было никаких акций протеста, они сейчас есть цепи солидарности и так далее. Если они будут дальше продолжаться, то есть вероятность того, этот процесс уже начался, он не так массов, как думали, как может кому-то хотелось бы, но он начинается. Мне кажется, что люди, которые вокруг Лукашенко, которые видят, что это бессмысленное насилие не останавливает целый народ. Мне кажется, они потихоньку начнут от своего этого лидера, так называемого, откалываться. Вот, потому что ведь что происходит, это абсурд. Да, Алексей, я хотел вам как раз вот по этой теме задать вопрос, спросить. У нас тоже Майдан, когда начинался, у нас за весь Майдан, даже за все противостояние не было разбито ни одной витрины, не ограблено ни одного магазина, хотя потом были и жертвы со всех сторон. Вот. Но мы тоже начинали мирно, то есть мы тоже пели песни, дарили цветы, девушки обнимали правоохранительные органы, там, пытались их как-то переманить на нашу сторону, достучаться до сознания. Но нам очень в какой-то момент повезло, что, во-первых, оппозиционные политики, которые были в парламенте, легитимные, которые были избраны, они перешли на сторону Майдана и фактически легитимизировали нашу революцию. А второе, это то, что местные власти в городах, особенно на Западной Украине, стали откровенно поддерживать демонстрантов и делать демарши, фактически поддерживать. То есть у нас просто появились легитимные очаги. Есть ли что-то похожее у вас? Может быть, какие-то города отдельные, может быть, какие-то отдельные администрации выступают против Лукашенко и поддерживают. Потому что пока мы, я просто к чему это говорю, что это очень важно, что люди проснулись, но очень важно добиваться легитимизации самого движения, самой революции. Ну, Мирослав, понимаете, дело в том, что проблема у нас такова, что за 26 лет Лукашенко выстроил так называемую вертикаль власти, в которой он контролирует все. Парламента у нас нет. Палата представителей, где 110 депутатов, это орган, который назначается практически, не выбирается. Там административный ресурс, который полностью под контролем Лукашенко. Они вообще никаких решений не принимают и не выходят с никакими законодательными инициативами. Что касается городов, то вы должны понимать, что у нас нет нормальных органов самоуправления. У нас даже нет местных выборов как таковых. Мэров всех городов, их нельзя даже мэрами назвать, это председатели горисполкомов, потому что мэр — это человек, должность, которая выбирается. Они тоже все назначаются Александром Лукашенко непосредственно. Он решает, когда начинается, не знаю, жатва, например, или какой завод должен сколько процентов своей продукции поставить на экспорт и так далее. В такой ситуации, понимаете, в общем-то, нет кому оперировать. Я это хорошо понимаю, поэтому вот и спрашиваю, может быть, тогда
У нас тоже, знаете, в какой-то момент, когда мы поняли, что власть узурпирована, и что нам пытаются навязать диктатуру наподобие той, которая сейчас есть в России. У нас как раз и законодательство начали принимать такие диктаторские законы 16 января, которые вот должны были просто быть калькой российских законов. Да. Запрет о собрании, запрет о том, что о свободе слова. Да. И мы начали создавать свои органы как бы самоуправления, и один из них, это институция была, которая сыграла решающую роль, это была самооборона Майдана. То есть это были самоорганизованные люди, патриоты, мужчины, которые решили защищать мирных протестующих, стараться мирным. Сначала очень мирно, там не было даже никаких палок, ни касок, это все потом появилось. Вот. Но вначале мы ставили за целью патрулировать, чтобы избегать провокаций, чтобы избегать даже элементарно пьяных не пускать на Майдан, потому что бывали и такие вещи, да. Убирать провокаторов, а потом впоследствии и защищать протестующих от вот таких вот абсолютно пиратских, абсолютно незаконных действий правоохранителей, в кавычках их можно назвать правоохранителями. Потому что, понимаете, когда мы смотрим, как насилуют там девочек, и девочки рассказывают, как их насиловали, или парни молодые, студенты. Сегодня мы вот видели все видео, как преподаватель бросился на защиту студентов и сам был отправлен в СИЗО. То есть вопрос, не занимаетесь ли вы сейчас вот такой самоорганизацией, самообороной какой-то, какие-то, просто как-то надо защищаться же. Нельзя же так просто подставлять щеку. Ну, мне кажется, знаете, что я вам скажу? Мне трудно заниматься самоорганизацией обороны. Мы стараемся, конечно, у нас есть, как у журналистов Белсата, своя позиция и своя линия, которую мы, так скажем, которую мы вещаем, правда, но мы же не можем призывать к чему-то. Но мне кажется, что вот самоорганизация, которую показали белорусы. У нас сейчас, например, в Телеграме есть чаты дворовые, районные. Люди самоорганизовываются, люди помогают друг другу. Там лекарства, какая-то денежная помощь, организовывают колонны на демонстрации. Мне кажется, что уже к этому потихоньку идет. Вот это Майдан. Это да, вот именно, понимаете, люди сами организовываются. Вдруг, когда власти не понимают, они живут ментально там в 20 веке, да, они не понимают, как это вдруг колонна заводского района Минска, 5000 человек ниоткуда появляется, никто, ведь лидеров нет, они в тюрьмах сидят. И вдруг встречается там с колонной Первомайского района в таком-то месте. Власти даже понять этого не могут, как это возможно. Вот. Люди самоорганизовываются. Сейчас все больше, все чаще во время этих, у нас же каждое воскресенье самые эти большие протесты, все чаще люди становятся в сцепки, ходят исключительно большими группами. Даже если расходятся потом, потому что, видите, они же, извините за выражение, сцикуны, эти, так сказать, службы. Они, когда их много, так они людей по дворам вылавливают, да? На прямое столкновение сейчас они не идут, они вылавливают людей по дворам. А люди сейчас все большими и большими группами. Знаете, когда по дворам даже расходится, допустим, 300 человек, их нельзя по одному порастаскивать. Поэтому мне кажется, что к этому потихоньку идет. Но я, знаете, очень не хотел бы, чтобы все-таки какой-то вариант насилия имел место. Другое дело, что если власти не выдержат нервы у властей, а мы видим, что в последнее время Лукашенко ведет себя, по крайней мере, странно, если не сказать, что у него какие-то признаки какой-то болезни. Вот последние действия — это бегать с автоматом по двору, или там эти прослушки спецслужб и так далее. Это какие-то комичные ситуации. Власти 9-10 этими расстрелами, избиениями думали, что очень людей испугают. Но, к удивлению их и всех вообще, оказалось, что в следующее воскресенье вышло еще больше людей. И если у власти не выдержат снова нервы, и они решат, например, еще раз использовать силовой вариант, то вот тогда уже ответ будет таким, что эту власть сметут и польется много крови. Вот у меня в связи с этим еще один последний вопрос, важный для меня, хотел спросить. 10 числа Лукашенко собирается лететь в Российскую Федерацию. Насколько я понимаю и вижу, и слышу, что все-таки Путин будет склонять его к окончательному подписанию
союзного государства, договоров о союзном государстве и уже в фактическом аншлюзе Беларуси. Генеральный штаб Российской Федерации уже 2 дня назад объявил о том, что они собираются сейчас в сентябре ввести войска в Беларусь для учений, так называемое славянско-сербское братство 2020. Эти, кстати, учения не были анонсированы до этого. Мы все фокусировались только на учениях у нас на границе Кавказ-2020, которые сейчас будут разворачиваться. Ну вот. И это очень сильно, ну, как бы и нас пугает, потому что у нас идет война, у нас все равно каждый день гибнут люди, хотя сейчас, может быть, меньше, но все равно каждый день есть какие-то такие вещи. И мы понимаем, что после Кавказа 2008 была аннексирована очередную часть Грузии, вот, а сейчас мы видим, что Россия собирается вводить войска еще и в Беларусь. Очень боимся получить 2-й, 3-й фронт. Какая реакция вообще у белорусов на вот эти учения, на этот ввод войск, оглашенный Россией? Ну, видите, я вам скажу свое личное мнение. Конечно, от России, к сожалению, можно ожидать всего. Ну, такова, к сожалению, ситуация. Но, с другой стороны, мне кажется, что в данный момент Россия не будет склонна как бы до конца додавить Лукашенко, чтобы он все поподписывал. Ведь они прекрасно понимают, что какова популярность этого человека и какова его легитимность, особенно сейчас, при огромных протестах людей. Мне кажется, что не в их интересе подписывать с ним что угодно. Им важнее было бы довести до того, чтобы он просто ушел, чтобы были проведены новые выборы. И вот тогда, мне кажется, тогда нужно будет опасаться того, что Кремль использует все свои возможности финансовые, пиаровские, не знаю, там еще какие спецслужб возможности для того, чтобы привести к власти кандидата своего, который будет легитимен, но будет делать то, что выгодно Кремлю в белых перчатках. Вот так, мне кажется. Алексей, я свежие новости зачитаю вам и Мирославу. Только что сайт «Украинской правды» сообщает. Я буду переводить в уме с украинской на российское, чтобы вам было понятно. Официальный Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования политического кризиса, который продолжается в Украине, ну так далее, после выборов 9 августа. Про детали плана сообщают, значит, в Вене 8 сентября, то есть сегодня, значит, так... Подождите, ну, наверное, отпечатка, да, но 8, да, скорее всего, имеется в виду 8 сентября, в Вене состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, посвященное ситуации в Беларуси. На нем представитель Минска Андрей Лозовик, наверное, вы знаете этого человека, представил план, который предусматривает, что конституционная реформа в Украине, ну, в стране будет проведена до 2022 года. Это, отметил представитель Беларуси, единственный способ провести новые выборы до окончания 5-летнего срока Лукашенко. Он также подтвердил, что власть страны не собирается вступать в переговоры с оппозицией. То есть не кажется ли вам, что... Это последний вопрос, я понимаю, что мы уже долго ваше время заняли, да. Но... Не кажется ли вам, что ставка Лукашенко однозначно сделана, что он действительно не будет вступать ни в какие переговоры, а будет заниматься отловом и выдворением оппозиционеров, активных и более активных людей, и все-таки сделал ставку именно на тот сценарий, о котором говорит Мирослав, на сценарий силовой, на сценарий использования гарантий Путина, который он публично дал по вмешательству в случае чего. И, ну, аж когда русские войдут, знаете, они сами разберутся уже, как им действовать, тут уже... Да. Айдар, я с вами абсолютно согласен. Лукашенко, понимаете, все эти разговоры о Конституции, это все, ну, просто, понимаете, дымовая завеса. Об этом еще говорилось года 2 назад, что, быть может, что-нибудь надо, быть может, не надо. Референдум, в котором была принята Конституция, вот эта, которая сейчас действует, он не был признан никем легитимным. Эта Конституция, по большому счету, надо взять и выбросить в мусорный ящик. Есть Конституция, принятая демократически парламентом в 1994 году, и к ней нужно возвращаться и сейчас же по ней проводить выборы. То, что через 2 года или через 3, это все только на то, чтобы оттянуть ситуацию конца, в которой находится Лукашенко. Он, конечно, будет наверняка дальше продолжать рассчитывать на силовой вариант, но это все, что
его вот эти вот предложения о конституционной реформе, это все, извините за выражение, трындец. Не, это я понимаю, Алексей, я понимаю, что это все ерунда. Я просто к тому, что, скорее всего, он тянет время такими заявлениями, типа рассказывает европейцам, а на самом деле просто готовится действительно к аншлюсу. И, к сожалению, этот сценарий, на мой взгляд, очень вероятен, учитывая, в каком положении оказался Лукашенко. Я думаю, что это не наступит. Мы тоже надеемся, но никто не верил в Крым и Донбасс. Ну, это правда, да, но видите, я думаю, что в России, вот уже последнее слово, я думаю, что в России, ведь какие бы у них ни были намерения для нас неприятные, для вас и для нас, но там нельзя тоже думать, что там глупые люди. Они тоже видят, что происходит в Беларуси. Они наверняка чувствуют этот барометр настроения. Им ставить своего царька, которого потом можно будет держать постоянно на собственных танках и штыках, я думаю, что это не в их интересе сейчас, особенно после того, когда они себе сильно поломали зубы в Украине. Спасибо, Алексей, спасибо большое. Спасибо. С нами был Алексей Дыковицкий, замдиректора канала Белсат из Варшавы. Это канал «Вынужденный иммигрант», канал «Беженец» из Беларуси. Спасибо большое, Алексей, что включили. Всего хорошего. Ну, я тебе скажу так. С одной стороны, я понимаю, почему вот он говорит барометр, Россия, там сидят неглупые люди. А с другой стороны, у меня перед глазами стоит Сирия, Асад, и уничтоженные города, уничтоженная Чечня, куда потом привели Кадырова, Венесуэла, где они поддерживают диктатора. То есть тоже какая логика? Народ не хочет, падающий диктатор. Аннексия Крыма, война на Донбассе. Ну это вообще нет, да, это вообще не обсуждается, это наша боль. Просто вот когда он говорит, что им поддерживать Лукашенко на штыках невыгодно, а Асад им выгодно. Химическое оружие. Уж если туда он влез, да. Если он в Венесуэлу влез, то в Беларуси сам Бог велел. Рядом. Конечно, где свои военные. Я тоже считаю, что такую аналитику, знаете, когда кто-то пытается из любых побуждений представить свою голову Путину и рассуждать, что ему выгодно, что невыгодно. Путин уже много раз блестяще, в кавычках, опровергал такую аналитику, потому что у него свое видение мира, и он не меньше, чем Лукашенко, живет в своем мире, где он король вселенной, и где он просто вот так может решать судьбы целых стран. Отравление Навального. Это абсолютно неадекватные действия. Ну да, говорят даже, да, это невыгодно Кремлю. Да тут вы знаете, что им выгодно, что невыгодно. Это раз. Может, это был повод у него выпить шампанского с утра, я не знаю. Ну, абсолютно. То есть мы имеем дело с психопатом, неадекватным человеком. И Лукашенко, как по мне, неадекватен и психопат. То есть его заявления, его действия. Знаешь, я даже смотрел аналитику нескольких психиатров, профессиональных психиатров, врачей, которые давали ему разбор. Так у него даже справка есть со времен Советского Союза, психопатия ему давали. Значит, эта справка может помешать получить права на Запорожец, но не помешает убивать и быть диктатором в течение, на протяжении 26 лет. Смотри, еще какие, ну понятно. Извини, что перебил. Ну и я насколько понимаю, сын Коля уже в Москве. Кто? Коля, его сынок. Калюня, да. В Москве, ну так фактически еще и заложник живой. Да, уже кто-то где-то слышал эту версию, что типа он перевелся учиться, а на самом деле типа безопасности. Помнишь, как русские брали в заложники? Ну, когда-то да, там еще. Когда-то да. Ну вот чисто орда, вот поведение орды, тактика, абсолютно. Но у него, в общем, все, извините, шарики Лукашенко, включая сына, находятся в одних руках. И это руки Путина, на мой взгляд. Да, не сомневаюсь. Но другая тема, ты затронул историю с Навальным, не знаю, это не украинская тема, конечно, но можешь в двух словах оценить, что это такое. И... Почему не украинская? Это очень даже украинская тема. Все там пишут, что зачем следить за судьбой Навального, Крым не бутерброд, там Навальный... Да, все правильно, но, во-первых, это очередное применение фактически в Европе химического оружия. И если бы Украина себя умно вела, то мы могли бы сейчас присоединиться к сонму голосов разума и кричать, что нужно вводить санкции, потому что они нарушили, опять уже доказано, что они нарушили конвенцию по нераспространению. Химическое оружие. Химическое оружие. Но слушай, там Европа уже говорит, что мы только ждем ответа от России, что возможных санкций-то никаких не будет. Может быть, но скорее всего, я думаю, что это уже так дело не простят. Персональные ведут против кого-то.
Но это же фигня. Фигня, но опять-таки мы могли бы это использовать, это раз. Мы молчим. То есть мы молчим, мы ничего не говорим. То есть вообще мы сейчас заняли по отношению к России такую позицию, вот, не вижу, не слышу, не активную. Вот. Потом убийство здесь же у нас Вороненкова, Шеремета. Я до сих пор не верю, что Шеремета, например, убивал Андрея Антоненко. Вот я его хорошо знаю, своего товарища. То есть Россия до сих пор позволяет себе убивать и у нас на территории. Его, кстати, мог и Лукашенко убить. Шеремета, да. Почему? Объясню. Эта логика такая, вот, может, некоторые не понимают, а мне рассказывали белорусские оппозиционеры, что у Лукашенко есть такая диктаторская людоед. Он на самом деле убийца. Он никакой не смешной батька, не картофельный диктатор, там, не ха-ха-ха, да. Это человек, у которых десятками люди пропадали просто из никуда. Просто их не были и нет. Утром были, вечером нет. Но мне рассказывал то ли сам Павел Шеремет, то ли кто-то из оппозиционеров других белорусских беженцев, что он именно убивает, казнит тех, кого он лично знал. Вот если ты, допустим, даже оппозиционер, но лично с ним не работал, не знаком, не общался, то ты еще как-то можешь отделаться там иммиграцией и так далее. Но если он его лично знал, то этот человек переходит в больном мозгу в ранг предателя и становится релевантной целью. Да, и он не забывает ничего. И вполне возможно, что Пашу и взорвали по заказу и его. Может быть, что угодно, но может быть, что угодно. Я просто напомню, что спецслужбы Беларуси и спецслужбы России работают в связке. Это одно и то же, по сути. Да, вспомним историю того же Гриба, которого выманивали на территорию и так далее. Поэтому тут все что угодно. Поэтому Навального, это дело надо следить, потому что сегодня это Навальный, вчера это Скрипаль, а завтра это, может быть, Ющенко, между прочим. Кстати, да. Ющенко. Мы забыли, да. Я хочу напомнить, как россияне, сейчас уже доказано, что самолет с Качинским и всем высшим политическим руководством, учеными, что мне вообще отдельно жалко, писателями, лучше элитой нации, был взорван и на борту находилось... Слушай, малазийский Боинг, который был сбит, там погибло только Германии 40 граждан. Германия ввела за это какие-то санкции против России? Ничего. Никаких. Вот. Ну, они сейчас ждут суда, Гаага. Суда, да. Знаешь что, когда мне говорят, что политики ждут какого-то суда, это очень смешно, потому что криминалистика — это отдельное дело. Но никто не мешал Бундестагу, никто не мешал федеральному канцлеру принять отдельные заявления, проголосовать отдельные санкции. Вместо этого они поставляют самсунговские турбины в оккупированный Крым, например. Это было дело. Но я хочу еще симонские, не самсунговские. Извини, пожалуйста. Да, потому что Samsung, простите нас, да. Вот. Но я хочу еще сказать важное по Навальному. Тоже говорят, вот, почему вы следите за тем, что там в России? Почему? Я объясню, ребята. Когда я на войне, а я лично на войне, потому что Россия мой враг, то для меня очень важно, чтобы в окопе напротив закончились боеприпасы. Мне очень важно, чтобы у них там все заболели. Или передрались, да. Перебухались. И здесь сейчас, когда из-за Навального, из-за отравления собираются вводить дополнительные санкции на Северный поток-2, и уже Америка заявила, что из-за Навального мы вам запретим. А для нас это важно, потому что Северный поток-2 строился не для того, чтобы поставлять газ в Европу, вернее, не для этого, а для того, чтобы заменить газотранспортную систему Украины уже можно и с полной легкостью, уже ни о чем не думая, начать второй акт агрессии. Ты знаешь, насчет Северного потока, я называю денежный поток-2, потому что на самом деле это больше имеет значение поток денег Путину, чем поток газа в Европу, который может это заменить. А у Путина заменить этот поток денег из Европы нечем. Он оттуда финансируется. Да, и поэтому они, кстати, я считаю, это мое личное мнение, что украинская газотранспортная система, которая поставляет газ в Европу, стала одним из факторов сдерживания Путина во время войны. Потому что начни более полномасштабные действия, разрушь газотранспортную систему, накрываются контракты, санкции. Ну, а Северный поток — это альтернатива. А Северный поток строился как альтернатива. То есть они построили в турецкий поток, и Северный поток-2 достраивали для того, чтобы освободить уже себе территорию в Украине.
И для нас это оружие. То есть надо понимать, что Северный поток-2. И вот здесь, когда Навальный отравлен, Украина могла бы занять позицию, требовать введения этих санкций. Да мало ли что можно. А наши не требуют, просто Польша требует. Нет, наши даже... Польша требует. Министр иностранных дел Тадеуш Мазовецкий, по-моему, я прошу прощения, Моровецкий, да, он сказал, что для Германии это последняя капля, типа, даже нельзя строить этот поток, но Меркель держится за эту трубу так, что там не отлепишь. Так сейчас же там вот этот скандал с Качинским, вот то, что они доказали, самолет-то, который... Там же Путин оговорился с Качинским самолетом, очень интересно. Что они ремонтировали же. Да, он говорит, это была бомба еще до того, как все сказали, что взорвалась действительно бомба на борту. И ремонтировали, и бригады российские туда заходили, и он летал в Самару на ремонт, этот самолет. Поэтому сейчас для нас важно, мы могли бы вокруг этих всех историй консолидировать мировую общественность и сказать, ребята, вот они в Крыму пытают, убивают людей, вот они на Донбассе пытают, убивают людей, вот они в России Навального оппозиционера, вот империя зла. Но мы молчим, мы закрываем, мы дружим, мы видим мир в глазах Путина, в душе там. Смотри, я хотел с этого программы начать. Просто вот белорусские события изменили немножко планы. Сегодня утром нашли в Киеве жестоко избитого Владимира Балуха, нашего политузника, человека, крымского фермера, который сел в русскую тюрьму за то, что он украинский флаг вывешивал у себя в Крыму и шел до конца. Абсолютно доброго человека. Добрый, мирный, спокойный, интеллигентный человек, который стоически вел себя в российских застенках, был обменен вместе с Сенцовым, с моряками, с Эдемом Бекировым. Значит, вчера как раз была годовщина этого обмена, который дал Володе свободу. Он был на ТРе, мы с ним прекрасно общались и так далее. И попал он в сильно избитый и с ударом по голове, и ограбленный. Перелом рук, да, операция. Во-первых, мы с Ярославом желаем Володе выздоровления. Если смотришь нас, Володя, или просто услышишь, спасибо тебе за то, что ты есть. И я надеюсь, что все будет хорошо. Мы за тебя сильно переживаем. Вот и последние новости, кстати, зачитываю. Ты тоже не знаешь. Я только що прочитав. Значить, збіяння побиття Балуха. Правоохоронці знайшли його речі та допитують свідків. Органи столичної прокуратури повідомили, що тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху. Джерела прес-служба прокуратури міста Києва, сообщає «Українська правда». Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Із вказаними свідками проводяться слідчі дії. А також важливо, у прокуратурі зазначили, що знайшли сумку з речами Балуха. Тобто я надеюсь, что это нападение будет раскрыто, а Володь, желаю здоровья таких, как ты, мало. Да. Да. Вот. А мне редакторы подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос моему гостю Мирославу Гаю. Да, я коренная киевлянка. Родилась в Киеве 70 лет тому назад. Значит, я смотрела сегодня ваш YouTube. Вы сказали, звоните, пожалуйста. Вот я решила вам позвонить. Значит, сначала я хочу рассказать, малюсенькую историю, которая касается и крымских татар, но и непосредственно меня. Это был конец декабря 2013 года на Майдане. Стоял молодой человек с голубым флагом и с буквой «Т» на флаге. Я подошла к нему и говорю, а можно я вас сфотографирую? А он спрашивает, а вы знаете, что это за флаг? Да, знаю, крымско-татарский. Я смотрю канал ЭТР. Потом, значит, я его сфотографировала, и он говорит, давайте я вас сфотографирую. И он меня на Майдане в 2013 году сфотографировал. Я не знаю, конечно, судьбу этого молодого человека, но я желаю всего очень хорошего. И вы прекрасно понимаете, что Крым и Украина – это одно целое, одна пуповина. Поэтому они не могут быть разными. Но у меня вопрос к вашему гостю. Значит, вот по поводу вагнеровцев. Я не знаю,
я или в 70 лет глупая женщина, или мужчины не понимают. Представьте себе, заходят в самолет 32 головореза. Самолет летит с Минска в Стамбул, как я понимаю. И вот 32 человека, которые могут скрутить голову 100 человеком элементарно, все, что хотите сделать. И вот они узнают, что их самолет садится в Киеве. Как они себя будут вести? Вот, спасибо за внимание. Спасибо вам за ваши слова про Крым. Теперь Мирослав отвечает на вопрос. Да, значит, смотрите, мы не знаем всех нюансов в той операции, которая готовилась. Что мы можем сейчас однозначно сказать? Что, судя по всему, высоковероятно, что операция действительно была. И что есть документы, которые подтверждают, есть номер криминального, не знаю, как это по-русски, проваджения, дела, есть подписи прокуроров и работников СБУ, которые вели эту операцию, и есть документальные свидетельства с этими людьми. Ну, вы этих головорезов, конечно, очень сильно преувеличиваете, что это не Рэмбо, это не какие-то крутые спецназовцы. Это люди-наемники, мерзавцы, вот, которые имеют свою общевойсковую специальность. Это не спецтренированные какие-то, и это не вагнеровцы, потому что это СМИ придумало им это название, там не было ни одного, я так понимаю, человека, который был вагнеровцем. Это люди, которые хотели просто полететь, подзаработать, их выманили, они летели в Венесуэлу охранять нефтяные вышки. То есть охранники. Вот охранник СТБ, только который прошел еще дополнительно какую-то подготовку в общевойсковую в армии, там научился какой-то военной специальности. То есть не спецназовцы? Это не спецназовцы. Вот. То, что они там воевали, ну, конечно, любой человек, который прошел войну, он опасен по-своему. Он умеет стрелять, он убивал, у него нет барьера, как у нормального человека, да. То есть это в любом случае. Поэтому во всем мире для таких людей есть программы там, реабилитации и все остальное. И самое главное, что эти люди опасны тем, что они готовы убивать за деньги. Если, допустим, украинская армия, мы защищаем нашу страну, у нас мотивация защитить наших жен и детей, эти люди идут убивать просто так, потому что деньги им нравятся. Да, им нравится. Вот. Они не умеют зарабатывать другим. Но это не какие-то супер умные... Судя по тому, как их опрашивали, как их собирали, как они свободно передавали свои данные, паспорта, как они на одном духу все рассказывали по телефону незнакомому человеку, лишь бы получить долгожданный контракт в этой Венесуэле, это люди недалекого ума в большинстве своем. То есть их выманили. Вот. И я думаю, что если, извините меня, они согласились и передали украинским службам свои паспортные данные, документы, фотографии своих преступлений, видео, где они эти преступления совершают, хвастались, доказывали, то это дурачки. Вот. И поэтому боятся, ну, конечно, могли начать бузить. Ну что, они к пилоту ломились бы, захватывали бы самолет безоружные. Оружие, набор бы не взяли. Ну и тоже страшно в воздухе-то шалить. Ну да. Страшно, но я думаю, это продуманная была ситуация. Но они, может быть, и не заметили. Если уж так фантазировать, мы да? не знаем нюансов, да, мы не знаем действий. Факт сейчас один, что действительно была операция, и, скорее всего, слита эта операция была украинской стороной. Мы не знаем точно, были ли задействованы, как нам говорят, американские спецслужбы. Вот. Но я предполагаю, что это очень высоковероятно. Вот. И эта операция могла стать операцией века, если бы она... Фактически она такой и была. Она бы прошла удачно, если бы ее не остановили с самого верха. Поэтому здесь одно, единственное, что я хочу сказать. Мы с вами, чтобы узнать правду, а не гадать, должны требовать создать тимчасову слідчу комісію в парламенте ТСК, как это сейчас сделала Европейская солидарность, поддержать это на уровне гражданского общества, поддержать, чтобы была создана вот эта следственная комиссия,
чтобы они провели расследование. И президент Зеленский, которого сейчас обвиняют его окружение в таком предательстве, он должен быть сам первым человеком, заинтересованным в создании такой группы проведения расследования. Потому что это уже, извините меня, не детский садик открывать, это серьезные вещи. Спасибо за ответ, спасибо за звонок. Это вот люди, которые смотрят мой канал в YouTube, у меня сегодня стрим был, я призвал их звонить в студию, смотреть АТР. Это классно. Подписывайтесь Интерактив. на АТРовский YouTube, на АТРовский Facebook. У нас, в общем, все не пустое, да? Тему, которую я хотел сейчас затронуть, ты знал вообще, что в России существуют трубопроводные войска? Слышал? Ну вот сейчас Я когда услышал, я получил удар. Я подумал, что это самый страшный каратель. Это стройбат, наверное, отдыхает, потому что это труба же просто делает труба. Я почему-то представил себе, знаешь, вот этот Северный поток-2, и вот в этом трубопроводе лезут вот эти трубопроводчики, понимаешь? Вот, в Германию прям. Даже оружие не дают, да. что такие опасные. Да, но почему, откуда я узнал об этом? Оказывается, значит, сейчас в Крыму войска подключились к водоснабжению оккупационное. И там сейчас дождь. И вот тебе, значит, новость. Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Харасу нижче Білогірського водосховища в окупованому Криму. Із ставка, що утворився, військові почали качати воду на потреби Симферополя. То есть они выкачивают из Белогорска, из Харасу-базара бывшего, значит, не хватает воды в Симферополе, вот эту воду они там собираются возить и так далее, и так далее. Что ты думаешь про истерику про воду в Крым, про нашу реакцию на это и про все, про все? Если воду в Крым дадут, да простят меня все, кто живут в Крыму. Я очень... Те, кто поддерживает Украину и не смогли выехать из Крыма в силу обстоятельств или в силу своей позиции, потому что решили противостоять открыто, вот, или в силу больных родственников, такие тоже есть. Вот. Ну, я считаю, что воду в Крым Украина не должна давать. Почему? Потому что, ну, во-первых, с точки зрения международного права, содержание оккупированной территории лежит на оккупанте. Если мы будем придерживаться этой точки зрения, мы должны помогать всячески своим крымским татарам, вытаскивать политзаключенных, вывозить, если можно, людей. Я вообще до сих пор не понимаю, почему нет общенациональной программы по помощи людям, которые хотели бы вытащить своих родственников оттуда или помочь им, хотя бы временно, пока территория оккупирована, если люди желают. Но надо понимать, что мы воду не имеем права сейчас туда давать, потому что это просто будет подыгрывание оккупантам, Путину. Это ломает и нашу международную позицию. Абсолютно. Как только мы начинаем каким-то образом сотрудничать с оккупантами, все прогрессивное человечество, а мы знаем, вы же друзья, говорит, ну и решайте, идите дальше. Водичка пошла, потом электричество, потом электричка пойдет, продуктики, да. Ну это так, если представить, да. И потом начинается Приднестровье. Кто сейчас в мире знает про Приднестровье? Про то, что в Молдове есть такая проблема, оккупированная де-факто, а де-юре она не оккупированная, как бы гибридная, но понятно, что это русские держат, да, и контролируют. То есть это то, что Россия смогла достичь, то, что они хотят сделать сейчас с оккупированными территориями на Донбассе и в Крыму. И снятие санкций, соответственно. Вот. Поэтому любые разговоры там Шмыгаля, Кравчука, Фокина, Зеленского, да кого угодно, по поводу того, что они собираются снимать какие-либо блокады или пускать воды в Крым, это сдача национальных интересов. Зеленский не говорил такого. Ну, не Зеленский нет, имеется в виду Кравчук говорил, Шмыгаль говорил. Потом, правда, опровергал, но говорил. Да, ну говорил. Вот, Зеленский вообще у нас за все хорошее против всего плохого. Вот, но я сразу тебе хочу сказать мою глубокую убежденность в том, что это позиция Зеленского. Потому что это он назначает этих людей. Минуточку, у меня диссонанс в голове. Есть прямая ветка власти президентской, представительство президента Украины в АРК. Я, чтобы не соврать, 3 или 4 заявления за месяц вперед, вот когда вот эти все высказывания были, о которых ты говорил, после каждого этого высказывания
представителей президентской вертикали власти, уже было а именно АРК. Нет, они говорили, нет, воды не будет до деоккупации. Потом опять кто-то выходит, это цирк с конями. Знаешь, опять представитель президента ВРК, значит, нет, не будет до деоккупации. Опять выходит, опять представитель президента. Ну, то есть, как бы здесь... да, смотри, так здесь очень просто. Когда он в Нормандию ехал к Путину, они же хотели, и Сурков хотел, и видели, и мечтали, что он там подпишет прямо уже сразу все, что вот уже приехал. Капитуляцию, и в наручниках приедет к ним, да. И что? Мы все это знали, мы вывели людей, нас вышло 1000 людей, мы 2 ночи ночевали под офисом президента, это было, еще и кричали «Не Нормандия без Крыму». Вот, потому что мы все прекрасно знали. Поэтому мы точно так же понимаем. Вот, они так аккуратно ляпают, проверяют, какая будет реакция общества. Сразу выскакиваем мы, гражданские активисты, как черти с табакерки, и уже сразу говорим, мы уже готовы, мы только ждем, сделайте, сдайте национальные интересы, мы пойдем устроим Майдан просто у вас. И они это знают. И когда, помнишь, он из Нормандии возвращался, он была конференция, он говорит, я еще хочу в Киев вернуться. Зеленский, прямо в эфире. Так нет, мне кажется, он все понимает. По крайней мере, в этой части он понимает. И вот эти иллюзии русских, что, значит, Зеленский сейчас придет к ним, так сказать, вот в наручниках и скажет, берите меня и Украину. Но они могут так думать, они вообще думают, у них своеобразный мыслительный аппарат, да? Но, на мой взгляд, вообще, вот и про минские все дела давай поговорим. Мое твердое убеждение, ничего не будет в Минске. Ни сейчас, ни потом, ни через месяц, ни через год. Я тоже так думаю. Я вижу, что Кравчук пытается гладить россиян, Фокин пытается гладить россиян. Вот. У меня вообще ощущение, что все ждут просто, когда дотянуть бы до выборов в США. До 3 ноября. Да, вот, и говорить все, что угодно. Дотянуть. Но, тем не менее, нам надо следить, смотреть. Все равно смотреть, потому что россияне вот сейчас возобновили обстрелы потихонечку. Они давят на президента Зеленского, потому что они хотят, они говорят, вы обещали, вы не выполняете. Значит, давайте, что там у вас гражданское общество вам мешает. Да, вот получаете вам войну, вот вам нарушение ваших обещаний. Ты думаешь, что Зеленский что-то конкретное обещал Путину? Он обещал украинскому народу, во-первых, во время предвыборной кампании, говорил, что я знаю, как мир. Ну, это очень общее обещание. Слушай, я тоже знаю, как мир, да, но у меня свои методы. Да. Все правильно, но он обещал. И, понимаешь, достижений-то особых у власти нету. Единственное сейчас, достижение, которым реально он мог похвастаться, что прекратили стрелять крупнокалиберная артиллерия на фронте. И он об этом говорил. Я тебе хочу сказать, что это действительно самое длительное было перемирие. Просто вопрос, какой ценой, потому что я же тоже слежу и общаюсь с пацанами на фронте, с разведчиками, с ребятами, и минирование дорог происходит. Инженерные работы происходят. Мало этого, они сейчас активно говорят, хорошо, им там россияне вожжи придержали, сказали не стрелять там сейчас какое-то время. Они начали минировать серую зону дистанционно, гранатометами забрасывают мины, которые на самовзвод становятся. Вот у нас уже было несколько подрывов. Поэтому россияне используют перемирие для конкретных своих целей. Вот я еще посмотрим, как мы переживем Кавказ-2020. И тут меня очень радует, что мы сейчас будем проводить свои учения в пику им, массовые, с американцами. Где? На юге. Мало этого, войска НАТО будут принимать участие. Там надо обязательно профилактировать. Будут НАТО мир. И бомбардировщики 3 Б-52, ядерных бомбардировщика США уже прекрасно полетали над Мелитополем и над Азовским морем и возле Крыма. И разведка американская полетала, поснимала работу российского ПВО. Это буквально все было 3 дня назад. Вот, то есть это говорит о том, что все-таки наши иностранные партнеры вообще понимают, что происходит, что Россия, вот Кавказ-2020, в нарушение конвенций увеличивает количество допустимых в европейской части России войск. То есть они собирают кучу этих. И мы понимаем, что сейчас очень такая опасная фаза. И вот и для россиян же выгодно. Сейчас вот Америка занята больше выборами в США, и у них сейчас уходит шанс, уходит последняя возможность что-либо сделать и минимизировать какие-либо санкции. Вот. И я думаю, что все ждут выборов в США. Вот. Но это не означает, что мы, ты, я
Мы не должны вот так вот, как в бинокль, сидеть, смотреть на офис президента Зеленского, на Кравчука с Фокиным. Ну, на них никто так не смотрит, на Кравчука с Фокиным. Мне кажется, эти люди узнали о себе гораздо больше, чем за всю предыдущую жизнь, за эту неделю, да? Да. Вот, и некоторые открытия для них, наверное, были интересны. Вот, ты сидишь вот такой, да, в истории Украины, прям вот открываешь, а там история Украины, там ты, да? И тут раз, Урод. тебе говорят, что ты вообще с ума сошел. Сволочь, Да? мерзавец. Ну, как бы человек сам выбирает, куда ему идти, тут как бы каждый человек сам творит свое счастье. Вот. Мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна. Ой, ну, что нам ждать от осени, от нашей политической? Давай Америку пока чуть-чуть отодвинем. Ну, Америка для нас важна, конечно. Для всех важна. Это вообще Наша, как бы да. мировая история. Мировая история. Вот. Что нам ждать? Ну, во-первых, я думаю, что будет опять усиление карантина, предполагаю. Вот. Звучат уже разные мысли. Кто-то говорит, что выборы перенесут, кто-то говорит, что... Причем авторитетные умные люди. Кто-то говорит, что выборы Просто не из-за массового перенесут. скопления людей? Ну, а с другой стороны, что им стоит, если они в кинотеатры пускают через стул, да, там через место, что им школы открылись, что им стоит организовать. Ну и на улице можно на танцевать, улице, в да. конце концов. Им даже это выгоднее было бы. Я думаю, что зеленые, позвольте так их назвать, слуга народа с треском провалятся на местных выборах. Прям с треском. С треском. С треском. И тут для меня самое большое опасение, а кто будет набирать Вот. на Юго-Востоке? Кто? И Ну, возле ты знаешь. Крыма. АПЗЖ. У нас минута. АПЗЖ. Тут меня радует, что сейчас растут рейтинги ЕС, растут рейтинги проукраинских сил, но важно не это все. Вот рух опору капитуляции и выступил с разными, и разные организации выступили с гигантским меморандумом объединенных патриотических проукраинских сил. Обращение ко всем политическим и неполитическим объединениям, партиям. Ребята, ситуация серьезная, нам нужно объединиться ради Знаешь, единой хорошо, цели, что эти сохранения выборы еще Украины. местные. Я вот так закончу эту программу, потому что они покажут барометр вообще по регионам, да, и, Да. возможно, некоторым прочистят мозги, которые находят возможность ругаться между ветеранами, Да, там, да. устраивать сварки. Чуваки, ребята, уважаемые люди, уважаемые ветераны войны, уважаемые там гражданские активисты и так далее. У нас все. враг просто вот он. Понимаете, совсем рядом, и, к сожалению, мы его немножко про него забываем. Но я надеюсь, что все равно все будет так, как надо. Спасибо, Ярослав, что И пришел. Крым будет возвращен. Это без этого Свободен. вообще ничего не будет. Да. Спасибо, смотрите АТР, телевидение для умных людей. Мы каждый день в эфире. До новых встреч.